Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня у нас благословение высших сил для девочек, девушек, женщин по имени Светлана. Простите меня, что я это не сделала вчера, когда у вас был День Ангела. Ну, лучше поздно, чем никогда, правда же? Видимо, из последних волнений я немножечко пропустила. Просто шла по очереди. Итак, наша Светлана. Светлана — это имя очень хорошее, светлое, да? По сути, складывается из слова «свет» и из слова «лан», что означает «земля». Конечно, слово «лан» — это украинское слово, и значит, что имя все-таки идет родом из Украины или из Древней Руси. Вот. И есть такой момент, что имя буквально дарит свет, внутренний свет человеку, который его носит. Поэтому имя очень популярное в свое время. Ну, то есть, вот буквально недавно этим именем называли очень часто девочек, очень часто. Вы знаете, также синонимом имени Светлана является имя Фатинья или Фатина. И многие светы, когда проходят крещение в церкви, они берут имя именно Фатинья. В любом случае наша Светлана, она чиста душой, да? И означает свет земли, поэтому приносит человеку удачу, счастье и, ну, естественно, хорошие помыслы по отношению к себе и к другим людям. Светлана очень такое имя подвижное, я бы сказала. То есть обычно девочки с таким именем сразу с детства веселые, энергичные, схватывают все знания сразу же на лету, поэтому не очень любят сидеть в школе. То есть неусидчивые бывают в школе или просто иногда развлекаются много, ну вот именно там с друзьями играют, на перемене играют. Именно почему? Потому что сразу же все схватило на лету, да, на уроке. И потом хочется просто веселиться, опять же, играть, смотреть на этот мир с оптимизмом и верить в светлое будущее. Обычно как бы люди, когда слышат имя Светлана, у них появляются мысли сразу светлое, сияющее, ясное, чистое, лучезарное. Ну так оно и есть на самом деле. Вот все Светланы, которых я знаю, тоже очень довольно такие светлые люди. По сути, в Западной Европе обычно не очень как-то используют имя и сокращают до того, чтобы говорить Лана или Вета, Света. Но в России чаще всего Света, конечно, говорят. Светлана человек не совсем доверчивый, потому что знает, что люди, особенно мужчины, могут подводить. Вот почему это происходит? Потому что многие на свет тянутся, да, и пытаются общаться. И раз этот человек общительный, знает много людей и уже имеет опыт общения с этими людьми, то есть уже разбирается больше в людях, да. Ну, именины 26 февраля и 2 апреля, вы это знаете, раз уже написали, да, мне, что вот вчера был День Ангела. Что еще хочу сказать? Зодиакальное соответствие имени — это Водолей все-таки, то есть знак зодиака Водолей. Планета-покровитель Меркурий у имени Светлана. Черты характера выделяют оптимизм, общительность, легкость, эмоциональность. Цвета имени салатовый и синий. А счастливые цвета для вас коричневый, а для успеха в делах самое интересное, что черный. Святые покровители — это Светлана Палестинская и Светлана Римская. Вот Светлана Палестинская — это 26 февраля, а Римская — это 2 апреля. И камень-талисман яшма, а также черный опал. Вот такие вот интересные факты про ваше имя. Итак, давайте посмотрим благословение для вас, ангелов высших сил, что они вам скажут. Да, у нас тут 2 колоды Таро ангелов. Вот. И первую беру. Буду сейчас ее перемешивать и брать 4 карты, а со второй колоды 3 карты. Все как обычно, да, у нас счастливое число 7. Хорошо. Итак, наше благословение. 4 кубков, 9 мечей, туз пентаклей
и рыцарь жезлов. У вас очень интересное благословение. Вот знаете, вот ваше имя необычное, да, и благословения у вас, естественно, тоже необычные, интересные вот такие. Хорошо, мы начнем с нашей четверочки кубков. Смотрите, тут у нас есть и ангел, да, и кто-то похожий на медведя, ну, мне кажется, это как медведь, и предлагают свои кубки человеку, который сидит под деревом. То есть у вас есть защитники рода, у вас есть высшие защитники, да, то есть ангелы. И они знают всегда, что они-то рядом с вами, а вы не всегда их видите, вот как будто бы. То есть вы светлый человек, вы оптимистичный человек, но иногда можете не видеть своих защитников. Поэтому высшие силы благословляют вас их увидеть в скором времени и пообщаться с ними. По сути, иногда нам сложно общаться с любимыми людьми или с любимым человеком. Иногда раздражает каждая мелочь. Или мы опускаемся, может быть, в какую-то апатию. И, конечно, нужно выходить из этого. То есть, если вдруг у вас есть какая-то моральная яма или какая-то грусть, высшие силы, они вас благословляют выйти из этого состояния и ощутить их поддержку и поддержку рода. У вас есть высшие защитники. Вот они показываются перед вами. Между прочим, они вас также благословляют все-таки завязать диалоги в личных отношениях. То есть, если вас что-то расстроило в личных отношениях, или вас что-то не устраивает, есть какие-то претензии, вот высшие силы благословляют вас на диалог и на то, чтобы эти претензии все тут же каким-то образом улетучились, устранились, и все было бы хорошо. То есть, умение договариваться, да? Следующая карта у нас девятка мечей. Вот смотрите. Карта некоторых страхов. Может быть, в последнее время вам немножко из-за чего-то страшно, тревожно. Вы беспокоитесь о чем-то. То есть у вас есть вот эта обеспокоенность. Вам нужно взять себя в руки. И высшие силы благословляют вас взять себя в руки. Также простить кого-то и простить себя. И попросить прощения, может быть. А также просто помириться с кем-то. По сути, высшие силы, они считают, что ваша любая тревога надуманная, и есть надуманные опасности. И если вы боитесь расставания, например, или боитесь увольнения, или еще чего-то, каких-то коллапсов в жизни, вам бояться нечего. То есть на самом деле это просто страхи. Между прочим, вот от темного ангела или от какого-нибудь там злого человека, да, вас оградили эти мечи, поэтому ничего не бойтесь. Высшие силы, они вас защищают, оберегают, ограждают от всего нехорошего, да, в этой жизни. И, между прочим, они вам посылают вот этот талисман, да, замечательный, туз пентаклей. Вот редко кому он лично вот так выпадает, а вам прям по имени выпал туз пентаклей. Это карта полного благословения, да, высших сил. Карта талисман, она показывает, во-первых, что здоровье поправится, если у вас что-то не так, и вам улыбнется удача. Вот цепляйтесь за любую возможность. Между прочим, высшие силы, они благословили вас на то, чтобы поправить финансовое положение, поймать удачу за хвост, и все будет хорошо, ничего не переживайте. У вас есть поддержка, да, поддержка, и канал изобилия, он откроется для вас, несмотря ни на какие коллапсы в жизни, никакие внешние ситуации. У вас будет либо работа по контракту, либо доход от ценных бумаг, либо просто доход от вашей мечты. И также личная жизнь наладится, у вас будет настоящая, хорошая, светлая семья, где вас поддерживают, любят, ценят, уважают. И где все смотрят на ваш свет и радуются этому свету. Где вы можете заряжать других людей своим светом и оптимизмом, который у вас внутри обязательно присутствует по вашему имени. Вы же сами являетесь неким, благословением для других людей. Они же ориентируются на вас. На что нам сейчас ориентироваться, кроме как на свет, да? А свет — это вы же Светланы. Вот. И мы будем ориентироваться на ваш свет. У нас были вчера надежды, мы знали, что вот есть надежда, значит, все будет хорошо. Сегодня у нас свет, Светлана, свет Земли. И значит, что в этом мире все станет хорошо. Рыцарь жезлов, он вас благословляет на поездку, то есть высшие силы благословили вас на поездку. Может быть, это небольшая поездка, а может быть, поездка даже длительная или переезд. И также они благословили вас на проявление своей индивидуальности. Может быть, актерского мастерства, может быть, реализации в творчестве. Конечно, рыцарь жезлов показывает, что не надо проявлять
в характере никакую агрессию, да. То есть быть мирным с другими людьми, не нужно быть в центре конфликта или не разогревать этот конфликт, не начинать его, да. Вдруг вы с кем-то хотите поругаться, вот сейчас для этого худшее время, не надо. Зато нужно быть в мире, нужно радоваться жизни, да, нужно проявлять себя в творчестве. И карта также показывает, что высшие силы благословляют вас на любовь, и как будто бы кто-то в вас влюблен безумно. Ну, в принципе, вы такие люди, легкие, приятные, многие люди к вам другие тянутся, поэтому кто-то может легко быть в Светлану влюблен безумно, да, вот сейчас на сегодняшний день. Хорошо, смотрим теперь наше Таро ангелов номер 2, да, что вам скажут ангелы, вытаскиваем 3 карты для вас. Так, шестерка действия, целитель эмоций и творчество и изобилие. Вот как раз я говорила вам и про творчество, и про изобилие уже, да, и вот сейчас мы это вытянули. Итак, наши светочки. Шестерка действия. Какое это прекрасное событие для вас. Ваш проект получил полный успех, принеся вам награды, продвижение по службе или другие формы признания за приложенные усилия. Работа сделана превосходно. Если кто-то оказывает вам помощь, предлагая свое содействие, то знайте, что этот человек послан вам небесами. Вы должны признать это. Вот видите, кто-то послан вам небесами, оказать содействие. Дальше у нас идет целитель эмоций. Время последовать зову своего сердца и отдаться чувствам. Возможно, заботы о других отнимают у вас столько сил и времени, что вы забываете о себе. Не забывайте о себе. Да, вы заботливые люди, но не забывайте о себе. Всплески интуиции дают вам невероятную прозорливость. Вы сами или другой человек являетесь добрым, внимательным, любящим другом, которому можно доверять. Ну вот вам какой-то друг, наверное, да, кому можно доверять идет. Хорошо. Творчество и изобилие. Пришло время действовать. Вы готовы совершить нечто необыкновенное и в полной мере проявить свою сущность. Пора выразить свое творческое начало, дать старт каким-нибудь проектам или стать родителем. Ух ты! Следуйте своей страсти, чтобы изобилие и процветание выразились через ваше творчество. Видите, как интересно, какие у вас хорошие карты, дорогие мои светы. Все у вас отлично, все будет хорошо. Высшие силы вас благословили. Пишите, для кого вы еще хотели бы получить благословение, какие-нибудь имена, может быть, предлагайте. А мы, конечно, будем переходить. Там у меня есть большая очередь тоже имен. И, может быть, какие-то уже будут повторяться. Может быть, вы посмотрите список. Есть список уже в плейлисте «Гадание по имени». Может быть, там найдете кого-то, кто вам дорог, интересен или нравится. Ну вот такое у нас сегодня благословение. Всем пока, до новых встреч. И пишите свое мнение.